Здесь надо взять, конечно же, в скобки, да, что-то вроде нового джадидского, но не совсем. Необходимо искать новые принципы для утверждения ценностей ислама без искажений. Необходимо широкое взаимодействие в обсуждении роли и позитивных возможностей ислама в современном мире. А без диалога это невозможно. Если мы сейчас замкнемся, да, духовенство будет сам по себе, там, я не знаю, плакать или наоборот ругать общество, ничего от этого не получится. Это будет просто не то, что тормоз. Это вообще потихонечку скатывание назад. Поэтому нужно нам вместе учиться, сотрудничать, вот проводить такого рода конференции. Диалог нужен, диалог с обществом. Принцип развития и гибкости. А что такое гибкость? Это один из основных принципов успеха в любом деле. Гибкость. Открытие музея просвещения. Ну вот, как комментирует Рустам Хадрат. Кто не знает своей истории, тот не имеет будущего. Не отвергать неудачи и достижения прошлой истории. Наоборот, учитывать все это. Должна быть преемственность, ценности просвещения, знания, а принцип в деятельности – это преемственность. Тот, кто отвергает свое прошлое, это не человек, вообще-то. Включение сборника статей в РИНС. Применение достижений науки и ее правил для утверждения ценностей ислама, для показа своих достижений в этом пути. Это принцип открытости к миру, ну, в данном случае к миру науки. Первая онлайн-конференция, трудности, да, ковид, пандемия, но движение вперед. Кто хочет, тот ищет возможности, а кто не хочет, он ищет причины, что это невозможно. Открытие музея истории ислам-татарского народа. Ну, он вот задается вопросом, почему народ не идет в ислам. Не знает своей великой истории. Надо пробудить в них самоуважение и достоинство и гордость. На великое прошлое своего народа, культуру. То есть вот как раз идет об этническом самосознании. А здесь какие ценности? Просвещение, знание, снова патриотизм. Реконструкция здания мечети, это уже в будущем. Вот какие перспективы, да, сейчас перспективы начинаются после истоков. Но это даст расширение возможностей утверждения своего дела, истинности, ценности ислама. А со временем перспектива какая? А мечеть станет высшим учебным заведением. Вот так говорит Хазрат. Это что дает? Расширение возможностей утверждения своего дела, ценности ислама. Прием иностранных студентов в вузах, мечеть. Снова то же самое, в общем-то. Расширение возможностей утверждения ценностей ислама. Причем он подчеркивает признание качества образования в обучении исламу на основе ханафитского мазхаба. Международная известность преподавателей. То есть преподаватели должны расти. Не сидеть на месте, довольствоваться, да? А для этого что есть? Ну, вот только что выяснили, да, докторантура, оказывается, есть. И здесь много докторантов будет сегодня выступать. Да, вот что вспомнил Хазрат здесь. В истории известно, что к нам в Булгарию, Волжскую, приезжали учиться из других стран. Наш народ жил, живет и будет жить, развиваясь, отстаивая свои ценности. А наши ценности татарского народа, они связаны с ценностями ислама. Докторантура, не хотите? А что? Кто не мечтает, тот не живет. Извините меня. Если солдат не мечтает стать генералом, ну какой же он вояка? Это будет уже достижение высокого уровня утверждения ценности ислама в жизни, подготовка собственных компетентных кадров в традициях татарского ислама, ханафитского мазхаба. Международный форум, и здесь то же самое, в общем-то, международное признание. Здесь два раза он как бы повторил, утвердил одно и то же. Признание на международном уровне достижения ак-мечеть в утверждении ценностей ислама в жизни. Ну и, наконец, если кратко в двух словах, вроде я успеваю, да? Перспектива мадраса ак-мечеть связана с чем? С повышением статуса и качества образования, с выходом на международный уровень. Ценности, какие здесь мы увидели в событиях жизни, которые Хазрат указал, которые стояли в истоках и перспективах развития.
отмечать. Ценности здесь такие. В общем-то, ценности ислама – это халяля харама. Я сказал, что халяля – это не только еда. Ответственность, патриотизм, семья, просвещение знаний. И какие принципы регуляции с миром в деятельности? Пожалуйста, здесь мы увидели события: преемственность, открытость, сотрудничество, развитие и гибкость. Как критерий, один из критериев, основных критериев успешности дела. У меня все. Если будут вопросы, пожалуйста. Жамаат активнее. Сразу беремся. Ну вот, я сказал, здесь не все еще были приведены результаты исследования, потому что за 15 минут много не скажешь. Там есть графиках, есть таблицы, анализ там разных мотивационных противоречивостей разных событий. Ну, может быть, как-нибудь в следующий раз или в виде статьи это вам представлю. Потому что кому-то важно в виде графика, вот то, что я сейчас сказал, да? Кому-то в виде таблиц, ну, а кому-то вот в виде так, словесно, зрительно и так далее. Если вопросов нет, то по ходу в кулуарах. Спасибо.